Я сейчас получаю огромное количество сообщений, писем, мне звонят со всех концов страны, и люди говорят фактически одно и то же. Они говорят следующее: мы устали от этого режима, и надо его сносить. Это сейчас на самом деле понимание созрело практически у всей страны. И, конечно же, возникает вопрос, а как так? Если тотальное большинство, минимум 90% против этого режима, что же мешает нам снести этот режим? Я хочу сказать, что это главное, это то, что мы должны организоваться. Я вот сегодня видел, ну, правда, единственный такой комментарий. Я рад, что в целом уже те люди, которые подписаны на мои каналы, отчетливо понимают, в чем причина. Но, тем не менее, сегодня был один комментарий, типа, когда будут действия? У меня спрашивают. Уважаемые друзья, это вся моя жизнь непрерывные действия, как вы знаете. И последние 6 лет, после того, как я вышел из французской тюрьмы, я вместе со своими соратниками объявил о создании движения «Демократический выбор Казахстана». И все последние 6 лет мы методично работаем над сознанием миллионов граждан нашей страны, которые не понимали, а в чем причина, почему страна вроде богатая, 9-я по размеру территории, все в нашей стране есть, как любил говорить Назарбаев, Дали Такаев, там у них такая стандартная фраза: вся таблица Менделеева. А как так? Вся таблица Менделеева есть, по нефти мы в 10 крупнейших экспортеров мира входим, и золото, металлы, все добываем, вроде уран номер 1 в мире, а живем так плохо. С чем это было связано? И вот, собственно, эти 6 лет я последовательно пояснял, в чем причина. А причина в том, что наш народ не контролирует власть, что власть сосредоточена в одних руках, соответственно, все богатства страны тоже сосредоточены в одних руках. Вчера это был Назарбаев, который украл у страны минимум 200 миллиардов долларов. И это не считая его близких родственников: Тимура Кулебаева, миллиардера, дочь Динара, Дарига Назарбаева, Алия, там, и масса других, их там много, родственников, племянников. Его ближайшее окружение тоже миллиардеры. Вот власть в одних руках, соответственно, и богатство в одних руках. А если власть распределена везде, на всех уровнях власти, когда акимов областей избирает народ, депутатов в реальности избирает народ, а они сидят, эти люди, которые назначены этой властью одним человеком. Вчера Назарбаевым, сегодня Такаевым. Акимы районов тоже назначаются из центра, судьи назначаются из центра одним человеком. Ну и получается, что тогда все богатства сосредоточены в основном, ключевые богатства страны, у одного человека. А те, кто его поддерживает, обслуживает, ну, свои куски тоже урывают. А парламентская республика предполагает, что должности президента не будет. Все средства страны, которые приходят в бюджет, они правильно перераспределяются. И вот когда вот такой подход работает, тогда все меняется. Я говорю ту политическую модель, которая существует в Америке, в Европе, во всех ведущих странах мира. Поэтому мы говорим как в спорте. Мы должны ориентироваться на ведущие страны мира, построить такую же политическую систему. Многие люди наши все еще говорят, что вот мы не можем, нам нужно 200 лет идти до демократии и так далее. По этому поводу я говорю простой аргумент. Интернетом вы не хотите 200 лет подождать пользоваться, или сотовым телефоном, или машинами 200 лет подождать, раз вы хотите демократию 200 лет ждать. Понимаете, вы пользуетесь всеми благами вот этой цивилизации ведущих стран мира, а не хотите использовать один фактор. Это построение такой же политической системы, как в этих странах. Дома, пожалуйста, квартиры, как у них, пожалуйста, машины, пожалуйста, все, пожалуйста, что называется, одежда, пожалуйста. А вот политическую систему вы не хотите реформировать. Вот в чем основная причина. То есть, как только мы построим парламентскую республику, свободная пресса, выборы акимов, областей, районов, городов, депутаты именно народные, не те бесполезные депутаты, там их 100 с чем-то человек, мог быть и один называть себя депутатом, но в реальности один писать законы, что, собственно, и происходит сейчас. Вы этих депутатов не видите нигде, когда у вас какие-то ЧС-ситуации возникают. Кто-нибудь видел на Маяке Мангыстау, когда света нет, аварии и так далее? Хотя бы один депутат, что появился? Нет, потому что они назначены в одном кабинете. Эти депутаты бесполезны, нам не нужны. Нам нужны
Народные депутаты, именно те депутаты, которые вы их избираете, вы можете с ними разговаривать, контактировать, позвонить, чтобы они решали проблемы народа. Вот такой парламент нам нужен. Поэтому, когда мне пишут, а зачем нам 300 или более депутатов, когда эти 100 дармоеды, эти люди не понимают, что эти депутаты, они назначены властью, конкретно Токаевым, у себя в кабинете. А те депутаты, которые будут представлять народ, вы будете их избирать. То есть все упирается в политическую систему. Вот что нам нужно сделать. Не случайно в январе 2022 года люди выходили и говорили «шал-кет», подразумевая систему, потому что все, что связано с шалом, вся власть была сконцентрирована в его руках. И второе, парламентская республика. Уже большое количество людей прекрасно понимает, что такое парламентская республика. Поэтому, уважаемые друзья, вроде бы понимание есть. Мы ненавидим эту власть, мы понимаем, что она коррумпированная, мы понимаем, что власть сосредоточена в одних руках, и мы не хотим этого. Мы хотим все построить как в ведущих странах мира, как в спорте. Вы ориентируетесь на самого сильного и лучшего. Что Америка и Европа самые лучшие, это очевидно, потому что миллионы людей рвутся приехать в эту страну, остаться, получить работу, потому что их размер заработной платы минимум в 10 раз больше, чем в Казахстане, а то и в 20-30 раз. Мы все понимаем, что мы хотим. Теперь, раз так, что же нам мешает? Нам мешает непонимание, что для того, чтобы снести режим, нам нужно много людей. Ну, мы уже расчеты говорили, что где-то 500 тысяч человек по всей стране. 100 тысяч в Алмате, 100 тысяч в Астане и по 20 тысяч в регионах. В 21 городе страны. Одновременно. А чтобы люди вышли одновременно, значит, нужны организаторы. А если быть точнее, организация. А чтобы эти люди могли призывать и не попасть под преследование, значит, эти люди должны находиться за пределами Казахстана. В этой связи, уважаемые друзья, вся эта модель присутствует. Штаб находится в Европе, я сам живу во Франции, и мы говорим, что должны быть организаторы этих митингов по всей стране. Это 20 тысяч человек или 4 тысячи ячеек. В каждой ячейке в среднем 5 человек. Есть 10 человек, 5 человек, 7 человек, 1 человек. Но в целом, в среднем, это 5 человек мы в ячейке считаем. Нам нужны 20 тысяч лидеров в наших регионах страны, чтобы они могли выводить за собой еще 3-4, и тогда одновременно выйдет 100 тысяч человек. Вот чего мы добиваемся, потому что когда 100 тысяч по стране выйдут, к ним примкнут остальные, и мы соберем 500 000. Раз. Во-вторых, мы знаем опыт проведения вот таких акций, митингов в Беларуси, когда 200 тысяч человек ходили толпами по улицам, собирались около дворцов Лукашенко, но не знали, что делать дальше. У них не было временного правительства, у них не было координации, у них не было лидеров, которые вели за собой людей. Вот в чем причина. Когда мне говорят, что вот Хантар вышло 400 тысяч человек по всей стране, но не удалось свергнуть режим, это связано с тем, что у нас не было достаточного количества организаторов по всем регионам страны. Не было дисциплины, не знали, как занимать акиматы в каждом городе, кто будет временно исполнять обязанности акима и так далее. Вот чего нам не хватает.